Ребятки, подъезжай к Беркокиту. Остгаи. Морщат, ну или как правильно, останавливают. Ну ладно, не буду я инспектора снимать, чтобы его не злить. Здрасте. Здравствуйте, инспектор, наверное. Что везете? Автозапчасти. Якутск. Спасибо, с вами. Все окей. Поехали отсюда, пока тахограф ничего не спросил. Камера все снимает? Точно? Прям снимает? Ну ладно. Хорош снимать. Скрытая камера. Так, ребята, температура сегодня была весь день плюс 28. А в Нерюнгри еще не подъехали, но стало чуть-чуть. Плюс 8 просто. О как. Прохладненько. В который раз, как там говорят, лечу Москва-Одесса. А я в который раз лечу Владивосток, Якутск. Как вам змейка, друзья? Ну, змея же прям натуральная. Доброе утро мне. Ребята, солнышко. Уже чуть ли не в зените. Время 7 утра. Даже 7 еще нету. Большой Хатыми. Минимальный план Алдан вчера не был воплощен в реальность. Потому что я подумал, да ну его нафиг. Да и все, не более, не менее. Ночью ехать по реконструкциям и так далее. Ничего страшного, зато пораньше встал. Поехали. Алдан. Зайду к Гиве. Ребят, Томот, определенные покупки. Значит, клея у меня точно не было. Значит, Росвик взял подешевле. Это 400 рублей, что ли. Значит, клей для... Значит, так и пишет здесь. Для холодной сварки, холодной вулканизации, короче. Так, 2 заплатки на 13. Ну, средний такой размер. Там болт может залезть, может камешек. Большого не брал. 2 на 15. Чуть-чуть побольше. 2 штуки. Значит, эти по 100 рублей, эти по 95 в другом магазине. Значит, дальше шкрябалку. Дальше, вот эти штуки я у Гиви взял по 100 рублей каждая, то есть упаковочка. Значит, была у меня, я уже себе покупал, ну, вот эту штуку для шнуров, дешевенькую версию. Вот взял более дорогую версию. Не знаю, такая она тяжелая, стоит на 400 с лишним аж рублей такая вот эта штука. Плюс запасную иглу 60 рублей. Вдруг сломается, что-то в этом роде. Значит, у Гиви взял 1000 с лишним. Вот покупки у меня на этот раз. Ну масло сейчас купил еще, потому что мне предстоит делать сальник, менять наступится. Понадобится масло того, что у меня уже мало. Это важные вещи, которые мне не хватает в машине. Еще жужжалку хочу купить. Именно жужжалку и ролик. Раскатывать ролик заплатки тоже нету. Потому что пока только я, грубо говоря, вот этим могу пользоваться. Ну что, ребят, собрался ехать. Думаю, посмотрю, как колесики, как там что. На передней оси, короче, левый внутренний. На жопе. Все, пустой. Сейчас надо делать будет. Видончик у меня уже нормальный такой, рабочий. В общем, вот это колесо, которое я разобрал сейчас. Но оно и так было, честно говоря. Ну, может, и походило бы еще. Может быть, даже я еще и в Хабаровск вернулся. Но я не знаю, где я так нарвался. Вот. Вот оно как снаружи выглядит. Вот так оно выглядит внутри. Ну, камень, наверное. Другого ничего не скажешь. Скорее всего, камень, ребят. Именно вот это вот место, которое называется реконструкция возле Томота. Вот там. Вроде бы ехал медленно. Ну,
В общем, вот так вышло. Wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me. I wanna show you, wanna let you loose inside my brain to see if you'd run or stay. I can't seem to look away. Ребятки, въехали в Нижний Бестях. Мух набилось, вернее не муха, комаров немерено. На Кочекасах останавливали ребята. Инспекторы проверили. Столько комаров, я дверь открывал. Вообще, и причем здоровые вот такие. Поворачиваем на переправу. Вот и Леночка. Смотрите, в туманной дымке во всей красе. Водичка спокойненькая, гладенькая, штиль. Красота, вечерняя красота Лены. Короче, эта четверочка стоит. Вон там, наверное, не знаю, что. В общем, ребятки, я хочу вон туда, на капитана Леонтьева. Мне понравилось на нем ездить. И выезд неплохой, и цена хорошая. Все, я на причале. Смотрите, выезд ровненький. Молодцы, коммерсанты. 11 часов вечера, друзья. На той стороне Якутск. Вот так это все выглядит. Комаров полно. Закрываем ворота. Спать мне с ними неохота. Все, ребятки, до утра. Ребятушки, всем привет. Это как раз тот момент, когда сейчас я делаю вот этот видосичек, когда я сидел в телефоне и в инстаграме обновлял ленту своих фотографий. Один из подписчиков хотел меня найти, я скинул скриншот в общий чат, ну в смысле в ленту в инстаграме, не знаю. Может быть, даже приехать и не один. Ну, если кто найдет. Потому что я так сделал, как ребус, друзья. В общем, я на разгрузке. Вчера я заехал на паром, уснул. Проснулся около 6 утра это было. От того, что уже что-то тряска туда-сюда. А мы уже причалили к другому берегу. Представьте себе, нормально поспал, все хорошо. Машину завел, воздух накачал, выехал. Все здорово. Сюда приехал, даже еще рано было. Всем привет! Меня нашел подписчик. Я скинул ребус, человек разгадал ребус. И это не так все просто. Вот. Булат, вот да. Давай познакомимся. Куджава был когда-то. Владимир Булата Куджава, помню такого. Это вот такой сувенир, уменьшенная копия, ну, сувенирный чорон. С него богатыри якутские пили кумыс. А, он небольшого размера. Нет, он как побольше. Как кубок такой, ну, да? Да. Ага. Ну, может быть литр, может два, разных размеров. Из него вот на праздники, в основном на праздники у нас УТС. Ребята, чорон. Кстати, неплохо стоит, кстати. Прям такой очень устойчивый, прям на 3 ногах. Он. Вот с лошадкой будет моей. А, узоры всякие разные тут могут быть. Там природа, живопись, там, ягоды. Чорон. Да. Ну я думаю, что я его поставлю где-нибудь здесь.
А еще вообще хотелось Да, бы это его просто использовать. это сувенирный. Это его по назначению, то есть не надо использовать там, ну, ни водку, ничего там пить, это нежелательно, Камера, потому когда что выключится, я объясню. Я- Расскажу, что можно еще сделать. А я, блин, туда уехал, ну, заезд не мог найти, Я- оказывается, здесь легко вообще. я просто не знаю этого адреса. А я потом смотрю, вот по повороте, так вот, так, ну на фуре же должен зреть, по-любому радиус должен быть больше колес. Смотрю, там скажешь, следы такие, тык прицепов, Так что ты ли. думаешь, там. наверное, здесь? Да, наверное, сюда. А я еще с дороги там увидел, что-то красное, вот еще фура, вот Ага. она сбила с Ну, толку. понятно, стоит. Тык-тык. Ну и этот в итоге уехал туда-обратно, там остановился, что-то посмотрел, нет, попробую-ка я еще раз. Ну, поворот смотрю перед остановкой, там ничего А не телефон? понятно, там забор. Можешь было написать или там телефон? А я же в Инстаграме, телефона-то нет уже, а вот в Инстаграме-то я же отправил голосовое сообщение. А я что-то не прочитал Ну, голосовое. молчу. У меня, короче, кто очень такой внимательный, прям сильно-сильно. У меня там была отсылка, или как это правильно. У меня на борту было написано пальцем на краске, но мой номер телефона в одном из видео последних. И многие люди по этому номеру, ну, короче, стали даже по WhatsApp мне присылать разные. Мы, Надо говорит, посмотреть. увидели, там, мы увидели. Надо будет Ну, в принципе, я, раз посмотреть. ты уже здесь, я тебе номер дам, если хочешь, то есть я... Да без как бы, проблем, как-нибудь. вот. А есть, Ни к бывает чему что не такое, обязываю. чтобы долго там, допустим, выгружался, чтобы Я бы машину с- оставить, допустим, Я поехать по бы городу с прокатиться, удовольствием бы сам бы поехал бы с вами. Но вот у меня получается, что вот когда я привожу базолит туда, бывает, что день, два, три, порой стоишь, даже бывает такое. да? Но Это обычно, автодорожная, которая... да, обычно там день, ну, как бы, как минимум точно есть. Вот ты приехал утром, да, все, смотришь, там погрузка сегодня тебя не разгрузят, все, ты стоишь, сидишь в этой машине. Но в большинстве случаев, когда я сюда приезжаю или еще какие-то, то у меня надо сразу же обратно, потому что рейсы Ну, сейчас понятно. идут, и я не могу задерживаться. Ну, понятно. Потому что есть вот Дима и Саша, значит, они тоже здесь, вот, которые мне Ну, лошадку да, я помню. подарили, да, они тоже говорят, Вова, давай мы тебя, говорит, свозим там. И я говорю, ну с удовольствием, но я не знаю, когда удастся время. Так что, Булат, Булат, спасибо тебе. машину, прыгнул. ну, я тебе поехали. телефон дам свой, это, сохраним, ну, это, Да-да-да, без как это проблем. называется, обменяемся. У меня как раз он машина, это на Хабаровских наверх. А, ну понятно. Ну, видишь как, мир тесен, земля круглая. Там, здесь, у меня хоть и Владивостокский, я Хабаровский. Я вон чуть ли не знаю, мне он даже этот гаишники и то там, то что это, о, что-то лицо знакомое. Вот. А я вот на двух подписан, получается, да, на этот Саня, вот, который Дальнобой Крафт Крафт. дальнобой, и вот и Он всё. тоже частенько на Якутске. Да, и ездит. все, то есть и больше я никого не смотрю. Ну так, что-то так иногда мельком вылазит, рекомендации в Ютубе. Американские там Такоп Транс дальнобойщики. туда с Сашей ездит, Такоп Нет, Транс. его я еще Андрей. не смотрю, даже не знаю. Я помню, Я с ним Андрей, недавно вот, познакомился. друг, короче, его, Ну, получается, ну, да, ну. там. Они все время вместе там в Ну, машине. ну. Тоже хотел с ним познакомиться. Однажды Саша по трассе увидел. Мгм. А потом мы с ним встретились, я приехал на парковку. Там у меня, кстати, видео это есть. Ну, и этот, на разборке, да? Да. Вот узнал, что где он. И в этот перед этим рейсом. Короче, значит, сейчас раз Женя мне. Ну, у меня же машина есть, да, мне что-то надо панели делать. Мне подписчики пишут, делай панель, там все Я дела. уже вижу, уже почти. Все это нужно делать. Мне это нужно все это снимать, потому что там все сломано. Ладно. Мне он дал холодильник. Холодильник полезная вещь. Я сейчас уже холодильником занимаюсь, вот, разбираю. Слышу, что-то гремит. Стучит, думаю, да что ж такое? А вот эта, скорее всего, штука задевала. Ну, я сейчас вот ее сейчас сделаю, чтобы она не задевала. Короче, везде все надо. Этим рейсом у меня и ступица надо было делать, и фильтры я поменял на этом Стелла Лена. Вот это вот, ну, там прям, там местные ребята, мы, говорит, на вас подписаны. Сейчас ехал здесь вот по Бабушкину. Пи-би, кто-то мне посигналил, я такой тоже фа-фа, кто проехал? Ну, видимо, меня узнал на то ли водовозка, то ли еще какая-то. Сейчас же отличительная черта, вот эта окантовка фар, уже хромированная. Вот сейчас вот, да, Да, понятно. да. Короче, вот подарок вот такой Булат мне сделал. Вот. Человек не хотел сначала, конечно, ну, лицом, но на самом деле ничего страшного же, ведь правда. Как бы, вот, поэтому, Хоть со стороны посмотрю на себя. да, ну, в общем, такие вот дела. Спасибо, ребята, что вы смотрите, что вот Булат, что вообще подписчики такие. Вообще, ребята из Якутии, мне кажется, очень хорошие. То есть вот мне такое чувство, вот такое складывается, что даже гаишники то хорошие. Ну ладно, ребят, все, не отключайтесь. Все, всем пока. Вот Булат уходит. Мы сейчас посидели с ним, пообщались долго-долго, ну не знаю, минут, наверное, ну 40, ну 30 точно. Так что вот, Булат пока. Друзья, на той базе, короче, меня сейчас ждут на другом месте. Звонили, телефон оборвали, короче, не могут дождаться. Сейчас все, я поехал, мне говорят, все, езжай, еду. Он говорит, подождите еще часок, наверное. Через час дождь пройдет у нас. Там, говорит, проливной дождь, выйти невозможно на улицу. Это примерно вон там, где вот эта тучка.
Короче, ребят, еду по Бабушкина. Дорога такая себе, скажем, еще неважная. Мало то, что неважно, грузовикам тут тоже нельзя. Вот. Ну, еду себе, еду не торопясь, потому что тут быстро не поедешь. Вот. И, короче, едет навстречу велосипедист, машет. Ну, машет и машет, ладно. Тоже помахал ему. Вот, даже, по-моему, попипикал. В итоге, ну, еду потихоньку, смотрю в зеркало, велосипедист догоняет меня. Догоняет, короче. Такой, думаю, ну, на меня смотрит, я так понял, что за мной едет в зеркало. Ну, короче, ладно, останавливаюсь. Он, привет, туда-сюда. Короче, Ваня, это был ты. Привет тебе, Ваня. Ваня из Якутска, тоже подписчик. Да, ребят, где-то в этом районе был ливень, как раз здесь мне где-то разгружаться. Ребят, всем добрый. Я не начинал сегодня снимать на этом. Привет, Саня. Здорово. Заходи. Заходите. Хватит всем места. Дима, привет. Это что? Это покушаешь, что ли? Понятно. Я видос делаю. Это ты покупал себе? Есть, да. Мне купил специально. Спасибо большое. Я думал, Дима заехать покушать. Вот якутский салат. Ага. Типа. Понял. Это бусы мне подарил тоже человек. Сань, спасибо, подкармливаешь? Милое дело. А я сейчас думаю, где бы сейчас кафешку найти, Саш? Ты как вовремя, как воду глядел, да? Потому что думаю, ну, что-нибудь, вот именно салатик, это полезно, очень важно. Потому что так, это... Он типа еще мясной. А? Он типа еще мясной, говорит. Мясной? Ага, понял. Вот, смотри, какая штука. Чурон. А вы на чем, на Диминой? Вот эта машина стоит. Че, Дим, заходи. Давай. Я на холодильник сяду. Вот, смотри. Сейчас паузу поставлю. Там, ну, походу, уже Привет, заканчивают. Ну, наверное, уже сейчас поехать. Здорово. Приветствую, Дим. Короче, это... Что, поехали? Заводи. Куда ты замечаешь? А тут бьет, вот там бьет. У меня этот друг, он подарил мне вот такую пачку, вот такой вот диодов. Там прям много-много-много. Вот, я буду менять здесь все. Вот это я поставил один. Сюда такой поставлю диод. Вон там поставлю штучки 3. Нет, даже, наверное, раз, два, 4, наверное. 4 штуки сделаю. Что-то было... Там не откроет. Не открывает, не открывает. Походу, все. Ага. Сейчас надо пойти посмотреть, что там происходит. Дверь сломана. Я до сих пор не сделал. Че, ребят, выгрузился. Ну, сейчас по ночи переправляют, ага. Ну, сейчас надо переехать. До 12 надо успеть. Ну, Ну, до, да. 11 там или Удачи. сколько. Ладно, Сань, скоро приеду. Спасибо Да. большое, ребят. Обязательно. Саша Эверстов вот приезжал, как вы поняли. Ну вот и все, ребятки. По советской армии сейчас я поеду на выезд на паром. Как-нибудь по городу покатаюсь, обязательно. Покажу достопримечательности, кто не знает. Обязательно это сделаю. Это у меня в планах. Подожди пока. Постой, сейчас мелкие еще набьются, тебя на носу потом загоним. Наездном возьмем. Короче, вот маленькая машинка считается вот этот DAF еще. Тоже маленькая машинка. А потом я. Короче, как-то мы туда должны залезть. Думаю, все получится. Заезжаем, друзья, на паромчик. Вот так вот, ребята. Добрый вечер. Вы один? Пожалуйста. Заполняйте анкету на выезде отдаете. Нет ручки?
дома дойдите, водитель. Спасибо. Не за что. На обратном пути отдаю. Не, как выезжать будете, отдаете. В общем, друзья, я на пароме, мне беспокоиться не о чем. То есть я залез, как говорится, поместился здесь. Вот, Саша Эверстов. Спасибо тебе, Саня. Молодец. Короче, принес вот салатик такой. И еще, что у нас тут? Котлета рыбная. Ну, я рыбу не люблю, но как бы почему бы не покушать, когда голодный. Спасибо, Саша, большое. Насчет европейских автомобилей, чтобы было более наглядно, я вам сейчас продемонстрирую. Это вот так вот, смотрите, вокруг все происходит вот так, машинки там, все такое. Теперь смотрите, как у меня в салоне. Там я работаю, там у меня, там, ну, вы понимаете, да, здесь у меня квартира. Стол, можно сказать, холодильник такой, но я потом сделал другой. Но тем не менее, чайничек. Так, теперь дальше, самое главное. Самый главный такой момент, это у меня мышка тут, чтобы все это. И вот такой один из самых главных моментов, подушечка. Телефончик с интернетом на зарядке. И там за стенкой у меня сидят в машине люди. Сидят, а я лежу, друзья мои. Примерно это выглядит все вот так, вы понимаете? Что значит теперь Европа и Америка? А? Это мой дом, моя квартира. Все. И выезжаем, друзья мои. Вот маленько развернется, колеса мимо идут. Думаешь? Да, я знаю. Но я что не вижу, они вот сюда вот по угол, а здесь по высоте же ходит еще. Ладно, пошло. Все, ребята, выехал с парома. Спасибо им за все. Короче, я на берегу. Все прошло благополучно. На длинных машинах не так уж все просто. Ну, в общем, все нормалек. Интересное название. Центр отдыха Гавайи. Город Якутск, улица Дзержинского. Телефон. Гавайи. Вот и Volvo приехала за седлом, я так понимаю, седло. Сейчас будем отдавать запчасти. Здравствуйте. Здравствуйте. Мак забрать. Вот, Ага. Приветствую вас. А это мой. Так, вот седло. Рядом с седлом еще какая-то это запчасти какие-то. Не знаете, что там? Не знаю, я не. Какой-то Просто пакетик. Ребята попросили. А, это, наверное, от седла, наверное, идет. Это с седлом вместе, ага. Да, она сколько весит? Я там, блядь, Так, себе машину дальше, купил. бак. Сейчас, секунду, залезу. Друзья, я сейчас в Нижнем Бестяхе. 1:40 по местному времени. 1:41. Вот такая ночь белая в Якутии сейчас. Солнце так и не садится, видите, до конца, зарево. 2 часа ночи. Но я, ребят, поеду дальше, наверное, на парковочку стану где-нибудь. Да и все. Хотел выложить интернет-видео. Короче, я трендерил, все, трендерил. В итоге давай просматривать его. А с половины видео нет звука. Сейчас заново переделаю видео. Я уже начал заливать на YouTube, но ничего не выйдет.
Заплатил за интернет, чтобы раздать его на ноутбук. В общем, такие сложности. Ладно, ребятки, пойду дальше. Надо еще отдохнуть и спать, и ехать. В общем, завтра еще колесами заниматься. Вернее, уже сегодня. Ну все, поехали. По ночной дороге едем. Ярко светит луна и освещает нам путь. На самом деле, конечно, не луна освещает, а солнце, которое так и не зашло. Ребятки, короче, проблема у меня. Проблема в чем заключается? Я вчера еще хотел сделать видео и уже думал сделаю. Значит, у меня на компьютере интернет, соответственно, нету, есть на телефоне. На телефоне Йота. Чтобы Йота могла раздать интернет, нужно заплатить. Я заплатил вчера, потому что у меня уже видео было готово. Я начал просматривать, а в конце обнаружилось, что некоторые файлы не работают. Короче, не работает в чем заключается? То, что нету звука на половине видео. Думаю, ладно, какой-то глюк произошел с с компом, там, короче, перерендерю. Вчера, пока, значит, занимался колесами, пока занимался выгрузкой, у меня шел рендер. Значит, шел, долго идет, думаю, так, поставлю на ночь компьютер, оставил компьютер на ночь. Все, смотрю, пошел звук больше, чем раньше был, все нормально. В итоге я уже думаю, ну все, буду выпускать видос опять. Думаю, сейчас на Алдан приеду, закину, и все, видео выйдет, нормально будет. В итоге дохожу до конечных там моментов, еще минут 10 остается до конца видео. Опять звук пропадает. Ядреный корень. Ну что такое, опять не идет, короче, пробовал. Но нету этого файла, который нужен именно в тот момент был. Выясняется, вот у меня съемный диск USB, съемный. Оказывается, я не перенес отсюда файлы на основной жесткий диск C, чтобы с ним работал Sony Vegas. И вот этот диск, он частенько глючит, то пропадет, то потухнет, грубо говоря, то погаснет, то есть, то нету его. И файлы, которые отсюда нужно было брать, они то были, то не было. И у меня компьютер не смог выполнить эту задачу. В итоге сейчас я перекопировал этот файл, который мне нужно, туда уже, и отключил его, ну и он нафиг. И сейчас заново поставлю на рендер, не знаю, надеюсь, я быстро объяснил и достаточно доступно. Замучился, короче, с этим рендером, никак не могу видос выпустить на 20 минут. Сейчас опять на рендер поставлю, буду ехать, он будет рендериться. Ребята, кафе Альянс. Ну, место тут, площадочка, тут ночевал частенько и кушал уже тоже не раз. Смотрите, есть своеобразный такой мывальничек. Вот, шиномонтажка. Мне сразу колесо сейчас делают. Я одновременно тут рендер видео делаю. А вот, решил сразу же покушать. И здесь же на этой площадке, наверное, перекачаюсь топливом. В общем, уже сразу получается сколько? 3 дела сразу одновременно. Качекаться. Поворотный качекаться сюда. И, как ни странно, милиционеров пока нету. Кстати, приятного мне аппетита. Это у нас чеснок, сыр. Это оливье. Это яичница с колбасой. Хлеб. 300, что-то там, 90. В общем, такая ситуация. И компот. Братцы, верхняя Амга сейчас будет. Так, до Томота осталось уже недалеко. Надо починить зеркало опять. В общем, трясочка. Дело еще то. Ребята, важный момент. Опять перевал Тит ночью. Друзья, самая его вершина. В той стороне, вон там, Амурская область. Посмотрите, темный горизонт. А в той стороне Якутия. Там белые ночи сейчас. Ну, мы и так сейчас в Якутии. Просто там город Якутск. Где я вчера и побывал. Где я вчера ночью, грубо говоря, был как днем или как утром, что ли. Ну что, ребятки, поехали дальше. На Титу снег также лежит. На улице прохладненько относительно, но температура, конечно, плюсовая. Сейчас посмотрим, сколько градусов здесь на вершине Тита. Так, рация шумит. Смотрим. Плюс 14 сейчас показывает. Нормально. Поехали. Большой Хатыми, все, здесь заночую. Так, где бы тут так стать, чтобы
Никого не трогать. На обочине. Не хочу. Так. Вот машинки смотрят в ту сторону. Я потом хрен с утра выйду. В 6 утра, если нужно будет, да? Так. Загородят мне дорогу. Чтобы ни от кого не зависеть. Ладно, стану я вот так вот. Если что, задом потом выйду, если будет возможность. Короче, ребятки, я не успел уснуть, только хотел прилечь. С этой машины подходит парень, Виталя. Я, говорит, тебя узнал по зеркалам, по твоим фонарям, которые светят на колеса. Ладно, переговорили, завтра еще пообщаемся, поедем вместе с ним. На 5 утра будильник. Ребятки, всем добра. Кружка, видите? Ходил к Витале в машину, пил чай, но я не стал снимать пока. Кофе он угостил меня. Сейчас вместе поедем. О, воздух надулся. Вчера познакомились, ну, сегодня продолжили как бы разговор туда-сюда. В общем, молодец, Виталь. Видосы есть там на пароме, везде поснимался, показал. Ну, значит, блогерство у тебя тоже скоро начнется. Так что давай, начинай. Не, Вова, я даже не собираюсь, значит, у меня не получится. Ну и неохота, если честно. Я лучше буду вас смотреть и нормально. Да, недаром говорят, каждому свое, да? Да, каждому свое. Да потом, блин, вот это надо все понимать, вот это все делать. Вот тебя сейчас послушал, сколько у тебя это все времени занимает, да, это капец. Ну да, получается, ты дома находишься, вот я приезжаю, да? Мог бы там с семьей там что-то, нет, а я сижу, блин, весь день возле компа, делаю видео. У меня, говорит, жена, у меня, говорит, столько терпения бы не хватило. Ну вот как раз это терпение и есть свое, каждому свое. Да. А я говорю, сейчас много есть кого смотреть. Нормальные люди, нормально снимают, нормально все показывают. Просто лучше буду смотреть. Короче, ребят, поднимаемся на этот подъем Чульмакан. Виталия, вот, познакомились на Большом Хатыми. Едем в паре, сейчас общаемся. Виталик, будешь смотреть, привет. Ну, я не снимал весь наш разговор, так вот, сейчас включил. Вот такие очки тоже хочу, как у тебя стоят на фарах. Прикольно смотрятся. Эти очки неплохо смотрятся, когда сама решетка радиаторная тоже блестящая. Они тогда дополняют. Нейрингри, ребята, Стелла. С Виталием едем, разговариваем. Время летит быстро. А вот от Хатыми доехали до Нейрингри, прям не заметил. Всем известный Беркакит. Прошлый рейс меня тормознули. Не знаю, как в этот раз будет. Посмотрим. В этот раз не трогают. Ну, потому что человек занят был. Все, едем дальше. Че, Виталь, все, прошли, нормально. Никто, никого? Нормально все у нас, не захотело нас останавливать. Ну, тут какая, наверное, схема? Раз туда прошли, ну, значит, уже, больше вероятности, что обратно тоже нормально. Поэтому в основном туда все, кто идет, больше морщат. Ну да, там ты груз везешь, документы на груз посмотреть, а отсюда-то все знают, что ты пустой уходишь. В основном все пустые идут. Ну да, такая тема. Так, ребят, и Енгер, заедем на площадочку. Виталий разведет колодки, какие колодки? Включит печку у себя, говорит, замерз. Я еду, говорит, курю, форточку открываю, а у него печка перекрыта на лето кранами, не работает. Ну, я проверю колесики, тоже обойду машинку. Рыжик, капот, говорит, рыжик.
Машинка вся в порядке. Ну, еще говорит, да, хренище работает. Едем сейчас по рации. От самого Хатыми постоянно общаемся. Всю дорогу. Время проходит быстро. Прям пролетает. Вот так посмотришь, все в порядке. Смотрите, обвесы, все эти дела, да. А он говорит, работать еще не початый край. Я верю, представляю. Кстати, как у меня работает. Я так смотрю на него, он весь такой прям целый. Держи. Спасибо. Чистенький. Новое. Круто. Ну вот, подарок и от Виталия. Офигеть. Круто. Спасибо большое, Виталий. Все дарят. Такое впечатление, что, я не знаю, ну, надо мне тоже набрать каких-то подарков и дарить. Че? Вот у меня вот этот рвало. Старый стоял просто уже от этого. Ну, от старости. Кондиционер ты выкинул, да? Я специально убрал сам. Места больше, спокойнее лазить, удобно. Генератор менял, стоял маленький, поставил родной. Получается, вот эта трубка была, генератора не было, вот здесь шла, но другая. Переделал. Да, я поставил с того ката, снял родную, тоже все воткнул, шланги вот поменял. Еще вот эти надо поменять, вот шланги тоже остались. Вот. Я понял. Да, они уже Деревянные. деревянные. Я тоже силиконовый ставил, менялось. Я вот здесь поменял. Там на задней печке тоже поменял вот эти два. Молодец, да. молодец, а. Так потихоньку, короче, делаем. Котяра, котяра. Я разбил. Выходил, намок, чуть-чуть надел даже робу, но намок. Дождик, колесо накачал. Короче, который подкачиваю, надо его сделать. Что спрашиваю, Виталий, как ты с таким бампером на паромы там туда-сюда? Да, говорит, до этого нормально было, но вот этим рейсом, говорит, завернул маленько. Видишь, говорит, как метла стоит, зацепил. Потому что тоже я поражаюсь, как можно на паромы да, по Якутии с таким бампером. И даже полетники не зацепляют. Остановились, там он УАЗик стоит сзади. Италия, короче, махнул человек. По-моему, он подберет его пассажира, но сейчас поедем дальше. Подобрал. Ребятки, подъезжаем к границе Якутии. Это первая площадочка. Вторая. На второй остановимся. Здесь есть зато биотуалет. Биологический такой, знаете, прям название такое, знаете, биологическое. Вот. Остановимся. Якутии скажу спасибо. Где мы будем тормозить, ты скажешь? Вот здесь вот. Да это не я, Володя, это парни между собой разговаривают. Понял. Ты, Вова, ты нормально встал? Я бы встал бы на нагорном на асфальте. Все отлично, спасибо, ты прям вообще прижался. Так, ну что, дальше начинается Амурская область, друзья. Закину денежек Якутии, спасибо, все было хорошо. Значит, берем как я обычно, беру деньги вот так, Увидишь Толяна вот так и... отворачиваюсь. Что ты своего двойника не увидишь? Сколько рука зачерпнула за один раз, столько и пойдет. Вот, за один раз она взяла столько. Ну, бывает, что там десятки, даже по 30 рублей, ну ничего страшного. Сейчас колбаски, о, хлеб, колбаска. Пускай чайки покушают. И денежки. Все. А, и колбасы надо дать им. Колбаса хорошая. Сам буду попробовать. Ну-ка. Свежая. Пускай кушают. Ну что, Якутия, спасибо тебе.
большое. Все было хорошо. Я к тебе еще вернусь. 100%. Да, иди вперед. А что так? Да я устал перед тобой лазить. Да нормально, что? Да давай. Ну ладно. Поехали. Короче, меня Виталий отправляет вперед. Что-то, говорит, мне надоело перед тобой ехать. Ну ладно. Я на горке-то потише иду. У меня не как у котяры, мощей. Погнали. Виталий подъехал. Че, вы здесь будете, что ли? Не. А дальше поедете? Короче, планы поменялись. Че у тебя? Мне трындец. Сейчас прислали, смс-ки пришли. Форсаж надо делать? Да, завтра надо быть в обед в Забайкальске. Ночь без сна? Так что я сейчас заправлюсь, быстро похаваю. Но если ты не подъедешь, я подъеду. Ну ладно, понял. Понял. давай, тогда Рад я был буду познакомиться. давай. Ты телефон будешь мой записывать? Да, давай. Давай. Так, я вам должен быть рубль. Так, ждем еще, да? Все хорошо. Спасибо. Ну, я уже начал есть. Тут их 2 штуки уже было, я съел. Значит, вот этот салатик, ну, обычный салатик овощной, это лепешка бурятская, наверное, местная такая, ну, так она выглядит. И это буузы, так, ну, пишется и произносится на буузы. Вот, ну, вкусно, хорошо так. Кушаю, приятного мне аппетита. Сейчас еду вокруг по объездной, вокруг Тынды. Ну, еще пока не выехал на объездную, пока по асфальту. В общем, пока кушал, почитал комментарии к последнему видео про небесную свиту. Спасибо, ребят, много отзывов хороших. Есть некоторые, которые мне не очень, так скажем, нравятся, но раз они есть, то значит это наводит вас на такие, так скажем, мысли, чтобы написать такое. Ну и, соответственно, еду перевариваю информацию, потому что это не может как бы быть незамечено мной, да? И как-то нужно к этому относиться должным образом. Где-то я, может, не прав, где-то там, ну, прав и так далее. Человеку свойственно ошибаться. Где-то смотрю, может быть, да, можно было так не делать, или там такого там не выкладывать видео, где-то не писать чего-то. Ребята, мы люди, каждый может допустить ошибку. Где-то что-то не так уж. Сильно не серчайте, не со зла, как говорится. Примерно, я думаю, понимаете. Ладно, ребятки, еду, размышляю. Скоро буду делать новый видос с дороги, скорее всего, потому что я тут опять зациклился по кругу Якутск. Ладно, не отключайтесь. Короче, вот и Виталию догнал. Я, кстати, поехал минут на 20 позже из Нерюнгри. Виталий впереди 3 листа стоит, рессоры. У меня полтора листа. На полторашке значительно мягче, по всей вероятности. Так что Виталий пойдет направо на развязке на Невере, я налево. Даже не знаю, наверное, не буду сейчас Витальку ждать уже. Поеду. Виталий, вот я тебя догнал опять. Да. Обходи, никого нет. Ну что тогда? Поеду я, не знаю. Так я буду, ну, долго ехать, я не знаю. Я чуть-чуть по своей скорости. Да, езжай, конечно. Что? Я же говорил, обходи, никого нет. Главное тебе не обрызгать стекло. Ай, херня помоет. Вот эти вот ямки, но. Ладно, Виталька, давай, пока. Рад познакомиться был. Счастливо тебе. Я тоже, Вова, давай, на дороге. Думаю, еще увидимся и в Якутии. Не знаю, когда я поеду на ту сторону. Скорее всего, может, и не поеду, но мало ли как. Так что рад тебя видеть буду еще раз. Я думаю, увидимся. Я теперь уже, скорее всего, только в
осенью пойду сюда. Ну понял, да, летом вы, говоришь, не ездите. Ладно, если что, пиши. Как говорится, увидимся. Все, хорошо, давай, удачи. Удачки тоже тебе, Виталий. Ни гвоздя, ни жезла. Да, давай, взаимно.